Да, с персиком. Все как полагается. В операционной РКБ готовность номер 1. На столе 60-летний пациент. Женщина уже перенесла одну операцию по расширению закупоренных сосудов ног. Сегодня очередную делают на современном оборудовании. Операции по расширению забитых сосудов в Татарстане делают давно и практически ежедневно. В год помогают 300 пациентам. В 70% случаях эти операции помогают избежать ампутации ног. Методику, которую мы использовали, она предполагает баллонное расширение. То есть в сосуд вставляется баллон, и место окклюзии, место стеноза расширяется с помощью баллона. Не всегда эта методика сохраняет целостность сосуда. Но есть другая методика по новой технологии. Успешность операции до 95%. Вместо баллона через сосуд проходит катетер. На его конце вращающаяся головка. Частота вращений 70 оборотов в минуту. То есть тромботические бляшки не просто отодвигаются, они полностью извлекаются из закупоренного сосуда. Нашим врачам осваивать технологию помогают питерские коллеги. Весь медперсонал в защитной одежде, потому что операция проходит под постоянным рентген-контролем. Это делается для того, чтобы в режиме онлайн видеть сосуды. И вот прямо сейчас на экране мы можем видеть, если можно так назвать, маленький медицинский бур, который прочищает забившийся сосуд. За счет этих вращений и лезвий происходит отслойка и фрагментация материала, которым забиты артерии. Это могут быть тромбы, это могут быть атеросклеротические бляшки, в том числе сильно кальцинированные. И через специальные отверстия на катетере все это извлекается из сосуда. По сути, мы восстанавливаем просвет сосуда. Олегу Баранову 58. 14 лет назад у него выявили диабет. Это и стало причиной отложений в артериях на уровне голени. 2 пальца на левой ноге спасти не удалось. Теперь сосуды будут чистить по новой методике. Новую технологию, вот это все, я, конечно, только за. И очень рад, что я вот именно попал вот в этот день сегодня, что вот мне будут делать вот эту операцию. Но не всем так везет. Каждый год в республике 1700 пациентов лишаются ног. После высокой ампутации 80% пациентов умирают в первый год после операции. Поэтому новая технология очень востребована. К причинам тромбообразования наряду с атеросклерозом и диабетом добавился и ковид. На его фоне увеличилось количество инсультов, инфарктов. Это все тромботические осложнения сосудистой системы. Закупорка артерий нижних конечностей не исключение. Любое покраснение или боль в ногах должно вызвать беспокойство, и нужно обратиться к врачу. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.